Септік жалғау, көмектес септік. Көмектес септік переводится как творительный или инструментальный падеж. Вопросы кіммен, немен, с кем, с чем или при помощи чего. Жалғаулары окончания. Мен после гласных и сонорных, бен после звонких ж, з, и пен присоединяется после глухих и звонких б, в, г, д. Мысалы, например, на такси. При помощи чего? Таксимен. На автобусе. Автобус-пен. На поезде. Поезд-бен. Чем? Ложкой. Қасықпен. С кем? С моей сестрой. Сперва нужно сказать «моя сестра». Менің апам. И потом присоединяется к көмектес септік. Апаммен. Теперь давайте рассмотрим предложение. Я приехала на такси. Мен таксимен келдім. Я сижу с Олей в кафе. Мен Олямен дәмханада отырмын. Дайте мне, пожалуйста, пельмени со сметаной. Маған тұшпараны қаймақпен беріңізші. Назар аударыңыз. Бывают случаи, когда данный падеж используют неправильно. Допустим, я работаю врачом. В русском языке, так как это творительный падеж, и пытаются также в казахском языке присоединить этот падеж. Но это будет неверно. Я работаю врачом, на казахском звучит как «мен дәрігер болып жұмыс істеймін». Здесь после профессии «дәрігер» используется слово «болып», которое можно условно перевести как «будучи». Или другой пример. Он работает учителем. Ол мұғалім болып жұмыс істейді. Всегда после названия профессии, когда мы говорим, что работает он кем-то, да, мы используем слово «болып». Литературная форма окончания данного падежа звучит как «менен, бенен, пенен». Используется только в каких-то поэтических произведениях, в разговорной речи почти не используется. Присоединяется данное окончание также по правилу, как и «мен, бен, пен».